Вы смотрите итоговый выпуск новостей в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Прямо сейчас о самых значимых событиях уходящего дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. И вначале коротко о темах. Персональная ответственность руководителей за подготовку. Глава республики проверил ход подготовки к пожароопасному сезону. 10 новых транспортных средств ЖКХ Якутии обновила парки спецтехники своих филиалов и вручили ключи представителям районов. Очистка придомовых территорий от снега – одна из важных обязанностей коммунальных служб. Наш корреспондент из Ленска проверила работы управляющих компаний. Лучшие произведения современных мастеров-ювелиров. На выставке в Москве обладательницей первого места стала якутянка. Расскажем о ее работе подробно. 20 ребят удостоились сыграть с гроссмейстером. Юный шахматист из Якутии Арсений Чумаевский одержал победу над топ-шахматистом. Айсан Николаев напомнил о персональной ответственности руководителей за подготовку к пожароопасному сезону. В 2022 году финансирование на охрану лесов от пожаров в Якутии увеличено кратно. Эти средства необходимо использовать эффективно, чтобы сократить площадь, пройденную огнем, не менее чем на 50%. За достижение этой цели члены правительства и руководители отраслевых ведомств несут персональную ответственность. Глава республики поставила ряд задач по конкурсным процедурам, которые должны пройти по обновлению материально-технических ресурсов, набору кадров в лесопожарные формирования и другим вопросам, касающимся охраны лесов от пожаров. Работа по подготовке к лесопожарному сезону сегодня идет недостаточно оперативно, считает глава. В частности, с опозданием начались конкурсные процедуры на поставку материально-технического обеспечения. В Якутии продолжаются соревнования 10-го открытого регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. В этом году расширился перечень компетенций, в которых якутяне принимают участие. Так, впервые проходят соревнования по компетенции инженерия, лесопользования и лесовосстановления. Продолжу тему Саргалана Неустроева. Сегодня главная экологическая задача правительства республики – восстановить леса после пожаров прошлого года и не допустить подобного снова. При этом, очевидно, старые методы анализа и прогнозирования не работают. В связи с чем Центром опережающей профподготовки совместно с Северо-Кавказским аграрно-технологическим колледжем была инициирована новая компетенция – инженерия лесопользования и лесовосстановления. Мы считаем, что внедрение новых современных технологий в подготовку кадров, в работе лесопожарной намного повысит качество мониторинга леса. И данная компетенция один из видов деятельности, и нас сейчас поддерживает и Минэкологии нашей республики, и Министерство образования. Все считают, что эта компетенция поможет в дальнейшей деятельности. Новое направление чемпионата уже поддержало 6 регионов страны. Участники будут выполнять задания по 4 модулям, главный из которых – мониторинг с беспилотным летательным аппаратом. Студентов оцениваем, первое – это работа с документацией, а второе, самое главное, управление беспилотными летательными аппаратами, чтобы они могли управлять и фиксировать эту видео-фотосъемку. Самое главное – это определить на ранних стадиях эти пожары. Выявление этих вредителей, шелкопряда. Еще можем выявить незаконные рубки. Между тем, некоторые участники уже готовы продемонстрировать свои умения на практике. Так, Петр Ильин в прошлом году принимал активное участие в тушении пожаров и не понаслышке знает, как пользоваться дронами. Летом дрон запускали в основном на кромках пожара. Узнать, какое направление у него и откуда будет идти. Также планировали с помощью дронов, составляли карты и планировали методы тушения. Где отжиг делать, где отходить, а где минерализованные полосы делать. Но в основном очень помогает, так как не надо дышать дымом и быть вблизи огня. Региональный этап чемпионата завершится 17 февраля. Проходит компетенция на базе Якутского сельскохозяйственного техникума. За право выступить уже в полуфинале соревнований поборются 5 молодых специалистов. Решающие этапы чемпионата пройдут в апреле этого года. Саргалана Неустроева, Татьяна Филиппова, Владимир Павлов, Якутск.
В этом году противопаводковые мероприятия на реках Лена и Колыма по ослаблению прочности льда будут проводиться на территории 8 муниципальных районов республики. Объем финансирования составляет около 27 миллионов рублей. Предупредительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда будут проводиться на 46 затороопасных участках рек Лена и Колыма, в том числе по зачернению на 39 участках, которые будут составлять 486 гектаров. Распиловка же пройдет на 7 участках по общей длине 41 километр. Работы начнутся после подписания государственного контракта. Открытый конкурс, значит, уже проведен. Этап подачи заявок уже завершился. Контракты планируем подписать в конце февраля, в начале марта. С началом подписания контрактов уже работы должны начаться. В Ленском, Алекминском районах работы должны завершиться до 25 апреля. Хангаласский, Якутск, Намцы до 29 апреля, Кобяйский улус и Верхнеколымский, Среднеколымский улус до 5 мая. Государственное унитарное предприятие ЖКХ Якутии обновило парки спецтехники своих филиалов. Ключи от 10 новых транспортных средств сегодня вручили представителям районов. Уже на этой неделе спецтехнику начнут эксплуатировать на местах. Подробности далее. Это надежная техника. Да, она немножко дороже других китайцев, но она действительно надежная. И нет проблем по запчастям. Дорогие и надежные погрузчики, как уверяет поставщик, с легкостью выдержат суровые зимы Якутии. Большинство спецтехник будут эксплуатироваться в арктических районах. Нижнеколымский филиал ГУП ЖКХ Якутии получил сразу 3 фронтальных погрузчика, которые будут задействованы в погрузке угля на автоматизированных котельных поселка Черский, микрорайона Зеленый и села Походск. Мы являемся на самом деле самым отдаленным филиалом, да, но тем не менее мы не чувствуем то, что мы в отдаленности, и всегда поддержку чувствуем. То есть мы в прошлом году только начинали говорить о том, что у нас погрузчики уже не соответствуют, поломлены, потому что до этого были куплены погрузчики зернового производства, то есть они не производственные погрузчики были, да, а это специализированные погрузчики СЭМы 636. И думаем, что они производство поднимут, не будет поломок. На обновление парка ГУП ЖКХ в этом году было выделено 214 миллионов рублей. На сегодняшний день 16 новых транспортных средств получили 11 районов. Оставшиеся 15 единиц техники доставят до филиалов до конца марта. Правительством республики также проводится очень большая работа в части обновления и приобретения специализированной техники, в том числе и по вывозу твердокоммунальных отходов. Мы в текущем году предусмотрели более 100 миллионов рублей на приобретение специализированной техники. И в текущем году, а также в последующие 3 года в рамках лизинговых договоров мы обеспечим поставку более 50 единиц техники для нужд филиалов и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Обновление автопарка ГУП ЖКХ позволит обеспечить надежное и бесперебойное функционирование объектов теплоснабжения, в том числе перевозки топливно-энергетических ресурсов. Планируем также в 2022 и 2023 году уже технику закупать для перевозки жидкого топлива, газоконденсат, нефть. Потому что на сегодняшний день требования ужесточились среди надзорных органов, да, по перевозке. И на сегодняшний день у нас техника не соответствует тем требованиям, которые сегодня нам представляют надзорные органы. Поэтому планы у нас намечены, будем двигаться по своим планам. За 2 года филиалы предприятия получили более 80 единиц специализированной техники, что положительно сказывается на качестве предоставляемых услуг предприятия, а также жизни населения районов Якутии. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Якутск. Зима в Ленске в этом году не щедра на осадки. Но, тем не менее, очистка придомовых территорий от снега – одна из важных обязанностей коммунальных служб в холодный период времени. Как справляются со своими обязанностями управляющей компании, проверила Анна Кожевникова. Кучи снега во дворах многоквартирных домов в зимнее время становится излюбленным аттракционом для детей, что представляет для них опасность.
И такие навалы снега, которые детвора используют в качестве горки для катания, возвышаются прямо в центре города возле многоэтажек. Подобная ситуация встречается и в отдаленных микрорайонах, и в частном секторе. Но если за придомовую территорию индивидуальных домов отвечают собственники, то за уборку дворов многоквартирников несут ответственность управляющие компании. До периода низких температур ряд дворов, домов мы вычистили от снега, вывезли сразу же эти кучи все. Микрорайон Северный полностью, и часть домов в городе, и 3 дома на Алросе. Как видимо, еще не все дворы убраны даже у коммунального предприятия, в чьем ведении большая часть многоэтажных домов центра. Остальные некрупные управляющие компании, как сообщили их руководители по телефону, ждут, когда подрядная организация по уборке снега, а таковая единственная в Ленске, очистит территории основных заказчиков – общества с ограниченной ответственностью «Гранд-сервис» и Ленского предприятия жилищного хозяйства. Но мнение жителей по поводу уборки дворов разделилось. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, придомовые территории от снега хорошо чистят, нет? Снега нормально, мусор не убирают. Снег-то? Ну, хорошо было бы, да, чтобы убрать, чтобы дети не катались, чтобы на дорогу не проваливались. Недавно приехали с отпуска. В том году было чище гораздо. В этом году не очень. Я смотрю, горы тут складируют, да, у вас? Да, ребятишки катаются, так машина стоят, не дай бог, хоть кто-то попадет под колеса. Вообще-то чистят, но недостаточно часто, потому что чаще всего... у нас опять же здесь своя причина, потому что у нас очень многие не убрали машины в гаражи, поэтому не всегда может пройти чистая очистка снега. Но 2 раза в год чистят обязательно. Зима в этом году выдалась почти бесснежная. Осадков меньше, чем в идентичные периоды минувших лет. Но впереди еще март и апрель. А в наших северных широтах весна бывает и морозной, и щедрой на снегопады. Поэтому заключительную оценку работы коммунальщиков можно будет дать после оттепели, в апреле, когда неубранный снег начнет превращаться в лужи. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Перейдем к другим темам. В районах республики усилят темпы ревакцинации. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев провел очередное совещание республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов. Отмечается, что после активного прироста заболеваемости сейчас наблюдается сокращение темпов распространения болезни практически на 40%. Перед главами районов составлена задача по обеспечению бесплатными лекарствами амбулаторных больных, внимательно следить за работой первичного звена здравоохранения, не допускать массового скопления людей и очередей в амбулаториях, организовать бесперебойную работу колл-центров, а в случае необходимости привлекать волонтеров. Между тем, на 16 февраля выявлено 1354 новых случая коронавирусной инфекции. Так, в Якутске зафиксировано 650 случаев. 97 в Нерюнгринском, 54 в Татинском, 53 в Алданском. Еще в 25 районах республики выявлено от 1 до 50 случаев заражения COVID-19. Обращаем внимание на необходимость как соблюдения родительского контроля за тем, в каком состоянии ребенок все-таки идет в школу, в каком состоянии вы ведете ребенка в детский сад, а соответственно учреждениям образования проводить очень жесткую термометрию и соответственно принимать меры для того, чтобы нормы санитарно-эпидемиологического контроля в школах соблюдались и не было возможности распространять, соответственно, заболевания среди школьников нашей республики. Тем временем мирницы стали меньше болеть ОРВИ по сравнению с прошлой неделей. Показатель заболеваемости снизился на 16%. Такую статистику предоставили в медцентре Алроса. Амбулаторный центр, который открыли 2 недели назад, продолжает прием пациентов. Здесь ждут с симптомами и признаками респираторных заболеваний. Врачи проведут экспресс-анализ на ковид, назначат лечение и дадут рекомендации. Оформят также больничный лист. Несмотря на то, что количество заболевших простудой в Мирном снизилось, врачи в амбулаторном центре принимают в день до 100 человек. Чтобы избежать очереди, запись к врачам ведут по телефону. Прием пациентов с 8 утра до 8 вечера каждый день, без выходных. У нас действительно происходит по записи, но обращается и без записи. Мы не отказываем абсолютно никому, всех принимаем. И если мы чувствуем, что у нас, допустим, вот сейчас вы видите за мной, да, количество бригад несколько мы уменьшили, и если мы от дежурной, которая вот тоже за моей спиной находится, она поступает сигнал о том, что в очереди сидит там 15 человек, тут же есть готовые бригады, которые сразу выезжают и занимают свои столы и начинают работать.
Что делать при первых признаках заболевания? Какие лекарства можно применять и какие лекарства безопасны для беременных и кормящих детей? На подобные вопросы отвечают и делятся советом 12 преподавателей медицинского института СВФУ. В Центре дистанционной врачебной аудиоконсультации они работают с 8 утра до 8 вечера. Первый звонок поступил 6 февраля. Именно в этот день начал работу аудиоконсультативный центр. Тогда за день поступило более 300 звонков. Сейчас опытные преподаватели продолжают свою работу. И если в первые дни работы вопросы касались лечения ковида, то в эти дни граждан больше всего интересуют вопросы реабилитации, профилактики других заболеваний, а также звонящие нуждаются в психологической поддержке. К другим темам. В январе Пенсионный фонд России досрочно перечислил социальные пособия, переведенные в 2022 году из органов социальной защиты. Граждане получили досрочную выплату за январь, которая по стандартному графику осуществляется в феврале. В феврале же перечисления будут только по новым назначениям гражданам, которые оформили ежемесячные пособия в январе и феврале. В соответствии с федеральным законодательством с этого года ежемесячные пособия будут выплачиваться по графику за текущий месяц в следующем. В далеком 1947 году к 25-летию якутской автономии на сцене Якутского театра состоялась премьера оперы «Олонхо» Нюргун Боотур, которую создал первый композитор Якутии Марк Жирков совместно с Генрихом Летинским. А через 10 лет эта легендарная музыкальная работа была представлена московским зрителям в рамках якутской литературы и искусств. Путь творческой работы известного композитора над созданием оперы продлился около 10 лет. Величайшему якутскому композитору в этом году исполняется 130 лет. Этим трем знаменательным датам посвящена онлайн-конференция, которую организовали сотрудники Национальной библиотеки. На мероприятии о творчестве Марка Жиркова выступили участники Дней якутской культуры в Москве. Сейчас в библиотеке готовят полное издание музыкальных сочинений Марка Жиркова, из которых на днях выпустят 6-й том. Это же, конечно, уникальное, эталонное произведение нашей национальной классики, золотое наследие, во-первых, и, конечно, которое мы должны беречь, лелеять, изучать, исследовать. И, я думаю, оно всегда было гордостью нашего народа, как духовная культура, образец духовной культуры. Лучшие произведения современных мастеров-ювелиров презентовали в Государственном историческом музее в Москве. Выставку украсили более 200 работ победителей конкурса «Россия. 21 век», организованного ГОХРАН страны. Обладательницей первого места стала и якутянка Варвара Соловьева. Подробнее о ее работе и конкурсе в материале Айсены Бурнашовой. Работа должна быть выполнена не позже, чем 3 года до начала конкурса. И все эти работы готовились мастерами, и они предстали перед довольно серьезным жюри. Из более 500 заявок и 1500 работ эксперты отобрали лучшие. Мастера из разных регионов России боролись в 12 номинациях. Новые имена национальной ювелирной отрасли чествовали в парадных сенях. Сегодня традиции российского ювелирного искусства и декоративно-прикладного искусства, они живут, побеждают и весьма достойно представляют нашу Россию. Якутянка Варвара Соловьева представила набор утилитарных предметов «Кулум» – очки и курительная трубка. Они выполнены из серебра, рога, капкорня, украшены объемной резьбой и наполнены этномотивами. Уникальность этих работ и в том, что они выполнены с использованием традиционной техники литья оловом. Раньше такая инкрустация была широко распространена у северных народов, но была утрачена. Вот восстановление этой технологии я работала вместе с Александром Даниловым, с Олегом Иннокентьевичем Соловьевым. Работали с музейными экспонатами, с литературой. Варвара черпала вдохновение в древней культуре народов Якутии, буквально возродила облик традиционных изделий. Это и оценили на конкурсе. Якутянка получила первое место в номинации «Национальная тема». Да, конечно, это прям волнительно, и я счастлива. Спасибо. Это победа не только моя, да? Это победа учителей моих, преподавателей, близких людей.
Мастера-ювелиры, продолжающие славные традиции отечественной школы ювелирного искусства. Вместе с работой Варвары на выставке представлены произведения и других якутских мастеров. Их работы будут украшать Государственный исторический музей еще 2 месяца. Айсена Парнашова, Виктор Олесов, Москва. А теперь к новостям спорта. В эти дни в Москве проходят чемпионаты и первенства России по пауэрлифтингу по дисциплине классический жим лежа. В составе сборной Якутии в турнире сильнейших атлетов страны выступают воспитанники заслуженного тренера России Петра Давыдова. Среди юниоров Аял Сивцев и среди взрослых в супертяжелой весовой категории Максим Захаров. Якутянин Аял Сивцев завоевал золотые медали первенства России среди юношей до 23 лет. Он вошел в состав юношеской сборной России и получил путевку на первенство мира, которое пройдет в мае в Казахстане. 17 февраля на помост главного турнира России выйдет якутянин Максим Захаров в предпоследний день соревнований. Соревнования прошли хорошо. То, что мы задумали с тренером, выполнили и довольны результатом. По итогам юниорского первенства наш атлет занял первое место в весовой категории до 59 килограммов. Тем самым получил право защищать нашу страну в первенстве мира, который должен проходить в городе Алмата в конце мая. Юный шахматист из Якутии Арсений Чумаевский одержал победу над гроссмейстером Сергеем Корякиным во время сеанса одновременной игры. Уникальная возможность сыграть с топ-шахматистом выпала 20 ребятам в рамках фестиваля «Алроса. Настроение». О том, как Арсению удалось победить легендарного мастера, в материале Саргланы Неустроевой. Остается слон против коня с 4 пешками против 2. Это, опять же, выигранная позиция без каких-либо шансов на ничью у белых при правильной игре черных. Здесь он просто пошел король d2, я побил слона 4 и довел эту позицию до победы. Арсений Чумаевский отмечает, что именно этот ход дал ему возможность повернуть игру в свою пользу и реализовать на шахматной доске весь свой потенциал. Я считаю, что я сыграл партию хорошо, но, скорее всего, просто Сергей Корякин поторопился. Он очень мало времени тратил на ход и, скорее всего, просто пропустил зевок. Я поставил хорошую позицию, и, в принципе, выиграть я мог только благодаря зевку его, или если бы он продолжал дальше защищаться. Ну и отчасти мне повезло, и отчасти это плоды хороших тренеров. Шахматами Арсений занимается с 5 лет. В спорт его привела бабушка, а родители поддержали и продолжают оказывать ему помощь. Именно поэтому свою победу Арсений посвятил им. К своим 15 годам мальчик уже завоевал звание кандидата в мастера спорта и уверенно заявляет: впереди новые победы. Я планирую дальше участвовать в серьезных турнирах, прогрессировать, повышать свой рейтинг и играть с более сильными соперниками. Про самого Сергея Корякина говорят, что он вернул интерес к шахматам в России. В 12 лет, став самым молодым гроссмейстером в мире, Корякин попал в книгу рекордов Гиннесса. Сегодня на него равняются тысячи шахматистов в мире. Встретиться с ним по ту сторону от шахматной доски – по-настоящему уникальная возможность для каждого игрока. А в Якутии такое мероприятие и вовсе проходит впервые. Ну, на моей памяти, да, впервые за какое-то время, там 10 лет точно, Алроса именно вот с гроссмейстером организует сеанс, тем более вот с таким выдающимся гроссмейстером. И, конечно, мы готовились как организационно, тестировали вот видеосвязь, чтобы была трансляция нормальная, так и в шахматном плане готовились. Сегодня, как отмечают специалисты, интерес к игре в республике действительно возрос. Во многом благодаря проектам Федерации шахмат республики и целевого фонда будущих поколений, которые направлены на развитие интеллектуальных способностей детей. У нас несколько лет назад еще и была соответствующая программа «Шахматы. Путь к успеху», да, также финансируемая за счет средств Алроса. Ну и, конечно, в будущем тоже очень хотелось бы, чтобы компания Алроса тесно работала, и Сергеем Корякиным тоже хотелось бы, да. Впереди у якутских шахматистов первенство России и чемпионаты Дальнего Востока. А уже в апреле этого года Арсений Чумаевский отправится в Сочи на турнир высшей лиги среди школьников. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. На этом наш выпуск завершен, но наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.